Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 23 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. 3 карты на отношения добавим. 3 карты на работу, на финансы и на совет. Итак, посмотрим. Карта дня у нас восьмерка бубновая. Очень хорошая карта, которая говорит о том, что решатся какие-то очень важные дела. Решаться, мало того, решаться в вашу пользу, решаться успешно. Если у вас были какие-то сложности во взаимоотношениях, вы сможете договориться, помириться, получить утвердительный ответ, если он вам нужен. Если у вас были сложности в работе, тоже для вас здесь открывается или новая возможность, или новое направление, либо вы находите волнующий вас ответ вот на какую-то проблему. Очень хорошо здесь. Кстати, может быть открытие нового источника дохода. В общем, карта, которая говорит о том, что здесь что-то меняется глобально, особенно если у вас были какие-то долгие такие сложности, которые вот никак не решались. Сегодня есть возможность все это разрешить. Посмотрим, чего это больше касается. Больше всего это касается каких-то, допустим, вопросов, связанных с государственными учреждениями, может быть, с каким-то начальством, справками, документами, судами. Больше всего это касается вопросов, знаете, ваших целей каких-то очень таких значимых. Больше всего это может касаться каких-то новых проектов, которые, допустим, долгое время тормозились, и вот сейчас, может быть, будет какое-то продвижение, будет новый результат, либо вы получите разрешение, нужное для вас. В общем, хороший день для того, чтобы вот решать застарелые какие-то дела, проблемы и так далее. Давайте посмотрим, что будет мешать. Будет мешать валет трефовый. Будет мешать слишком большая активность наша, желание добиться во что бы то ни стало. Может быть, даже агрессия какая-то здесь может быть, когда вот, допустим, у нас что-то не ладится, не решается, да, мы можем как-то некрасиво себя повести или необдуманно что-то решить, поступить как-то вот не так, как от нас ждут, или, может быть, не так, как на благо нам же самим. В общем, здесь нужно быть осторожными, нужно учитывать все-таки обстоятельства, которые труднопреодолимые или пока что непреодолимые, да, и действовать, может быть, в обход, или, может быть, действовать как-то с выдержкой с какой-то, искать нужных людей и так далее. А также может, в общем, любые споры, любые ссоры, скандалы – это вот помеха сегодня, чего бы это ни касалось. А теперь что будет помогать? Король пиковый. Будет помогать творческий подход, будет помогать интуиция, будут помогать люди более такого старшего, зрелого возраста, государственные какие-то чиновники, там, администраторы и так далее. То есть вот можно с ними как-то здесь договариваться, да. Да, здесь нужно проявить настойчивость, возможно, решимость, да, и вы решите свой вопрос. Кроме того, будет помогать, может быть, то, что вы уже раньше делали, благополучно заканчивали, да, успеха добивались, там, зарабатывали в каком-то направлении и так далее. То есть вот на это можно опереться. Либо какие-то ваши прошлые связи, люди, которым вы сами помогали, они теперь вам могут в ответ помочь. Посмотрим, что ждет в отношениях. Семерка трефовая. Здесь у нас для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что можно, в принципе, познакомиться на работе, да, на рабочем месте во время вот процесса производственного или на обучении, допустим, да, когда вот группа людей собирается. То есть здесь вот как-то можно именно в группе познакомиться. Не один на один, да, и также здесь может быть у вас какие-то сложности, какие-то сложные времена, и вот человек вам приходит на помощь, и состоялось знакомство. Теперь для тех, кто в паре, восьмерка червовая. Карта говорит о том, что здесь может быть очень много эмоций, очень много чувств. Может быть, кстати,
вот если эту карту учитывать, да, может быть и негативные чувства, которые вот захлестнут, и захочется там поспорить, поссориться и так далее. Нужно быть очень осторожными, потому что здесь, ну, как бы можно дойти даже до расставания. Нужно осторожно себя вести сегодня. Что еще здесь можно сказать? Может быть, у вас будут какие-то соблазны сегодня, да, вот посторонние, или соблазны будут у вашего партнера. Нужно свести это на нет. С помощью чего? Ну, допустим, какую-то романтику в отношения внести, да, может быть, там романтический ужин, что-то такое очень приятное, чтобы возникло вот именно влечение к партнеру, да, чтобы не было желания там посмотреть в какую-то другую сторону, допустим. Это вот очень важно сегодня, потому что тут просто день такой очень эмоциональный в этом плане. Также, может быть, неплохо было бы, может быть, вместе посмотреть там какой-то интересный фильм. В общем, что-то тут с творчеством связано, можно добавить. Можно эмоции направить на семью, там, на дом, да, на детей и так далее. То есть, если вы чувствуете, что вот вас переполняют эмоции, лучше всего их распространить на заботу о своих близких, на то, чтобы там украсить дом, приготовить там вкусную пищу и так далее. То есть, вот можно таким образом избежать каких-то ссор, споров. А теперь для тех, кто в ссоре, десятка трифовая. Карта говорит о том, что, в принципе, у вас здесь... Ну, наверное, нужно защищать свои отношения вот по этой карте, да, может быть, защищать свою репутацию, свое доброе имя, да, или, в общем, знаете, нужно быть таким человеком стабильным и спокойным, не поддаваться эмоциям излишне и решать вопрос как-то уверенно, да, и без, как бы, без лишних... Ну, в общем, нужно убрать все эмоции и решать все это разумно. Вот и все. А теперь посмотрим, что будет в работе. Для тех, кто в поиске работы, выпадает туз трифовый. Это самая замечательная карта для того, чтобы найти новое место работы и уже, может быть, даже включиться в процесс. И тем более, что эта работа надолго будет вам, она будет, скорее всего, очень нравиться. И единственное, что тут нужно, проверять хорошо документы, когда вы их подписываете, да, чтобы не было потом каких-то неожиданностей для вас. Для тех, у кого есть работа, валет червовый, но здесь хорошее время для тех, кто занимается, знаете, такими помогающими профессиями. Это врачи, медсестры, любого рода помощники, там няни, сантехники, электрики и так далее. То есть вот для вас хороший день, хорошее время. Кроме того, здесь, может быть, вам просто комфортно сегодня будет работать. Может быть, не только вы заботитесь о других, но и о вас заботятся. Да? Может быть, коллектив к вам хорошо относится, те люди, с которыми вы работаете, вам доверяют, о вас хорошо говорят. Для тех, у кого свое дело, шестерка трифовая. Карта говорит о том, что у вас будет какая-то удача. Вот это хорошее сочетание с главной картой. То есть были какие-то сложности, сейчас все решается. Были непонятные какие-то перспективы, сейчас все становится понятно, может быть, даже новые какие-то возможности открываются, какие-то результаты, наконец, появляются в вашей деятельности положительные, и любые ситуации заканчиваются счастливо. То есть посмотрим сейчас, чего это больше всего касается. Так, ну, во-первых, вы можете закончить какой-то проект, получить деньги, вы можете воспользоваться каким-то случаем, который неожиданно произойдет сегодня. Также, может быть, нужно будет быстро принимать какое-то решение, реагировать как-то. Да, и, кстати, вот карта говорит о том, что вы, возможно, либо освободитесь от чего-то вам ненужного и начнете новое, да, то есть шанс у вас появится, либо у вас здесь идет расширение вашей деятельности, выход на новый уровень, возможно, через интернет работа, да, или удаленная работа, или
работа с помощью каких-то там групп, допустим, в сетях, с помощью прямых эфиров или еще что-то в этом роде. А теперь денежки, восьмерка пиковая. Карта говорит о том, что денег тоже может стать лучше, если вы стараетесь задействовать свои связи, стараетесь задействовать как можно больше там людей, клиентов и так далее, достучаться до большего количества людей, да. И здесь вот деньги, в принципе, зависят от людей, потому что, ну, в основном у многих здесь будет начало чего-то нового. Конечно же, деньги здесь еще небольшие, да, не столько, сколько бы мы хотели, но все-таки, если вот стараться быть полезным людям, стараться как можно большее количество людей охватывать, здесь вот как раз есть возможность неплохо заработать. Особенно если это какие-то сетевые компании, особенно если это интернет, допустим, да, вот что-то такое. Могут быть траты на детей, могут быть траты на какие-то прогулки, так, на какие-то, знаете, свои мечты, да, вот что-то давно хотелось, и вот здесь можно потратить денежки. Тем более здесь, смотрите, может очень сильно хотеться, да, нужно прям взвесить все хорошо, чтобы, ну, как бы не потратить лишнего. Теперь совет. Совет туз червовый. Карта говорит о том, что день должен быть сегодня активный. Вы должны вот во всем проявлять инициативу, во всем быть первыми. Вы должны брать на себя ответственность, и тогда все будет хорошо. День обещает какую-то победу, может быть, не такую уж сильно большую, да, но вот, скорее всего, это будет очень важно для вас лично. Может быть, какой-то подарок, может быть, какой-то выигрыш по итогу дня, может быть, знаете, вот день закончится, и вы будете чувствовать себя счастливым. Вот то, что вы сделали сегодня, да, то, что пришло в вашу жизнь, оно как-то вашу жизнь к лучшему меняет. Хорошая карта для того, чтобы вкладывать какие-то инвестиции, допустим, для вас важное какое-то дело, да, связанное с вложением денег, будет удачно. Может быть, здесь что-то связанное с детьми, да, тоже может быть успех у детей какой-то, может быть, там экзамен сдали или еще что-то такое, может быть, здоровье поправилось, может, в каком-то конкурсе выиграли. Так, что еще тут по итогу дня может быть? Может быть, кто-то даже найдет, может быть, свое любимое дело, либо вот просто занятие своим любимым делом дает такое состояние удовлетворения. Хорошее время для того, чтобы влюбиться, да, вот хороший день для тех, у кого еще нет партнера, вот замечательный день, когда вы действительно можете встретить своего человека. То есть нужно настраиваться на прекрасные перемены, на счастье, на радость, на удовлетворение и самому создавать себе вот это настроение соответствующее, быть оптимистом, заниматься, стараться тем, что вам нравится, что вы любите, и дарить другим людям тоже как можно больше тепла. Тогда день пройдет просто замечательно. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.